Сария в трауре в день похорон Нестора Лакоба. Фотография, которая как в зеркале отражает весь трагизм событий, связанных с судьбой ее спутника, а впоследствии и его семьи, соратников, всего близкого окружения. После похорон Нестора Лакоба 31 декабря 1936 года последовала череда арестов. Рассекреченные документы того периода, в том числе шифрограмма от Иосифа Сталина на имя Лаврентия Берия, доказывают факт причастности первого секретаря ЦК КП Грузинской ССР Берия к гибели Нестора Лакоба, которому вождь развязал руки для заведения уголовных дел и проведения показательных судов. Главная цель – объявить абхазского лидера и всех его соратников врагами народа. Сария Лакоба в этом деле была главным фигурантом. На долю по-особенному красивой, статной, интеллигентной, образованной и гостеприимной Сарии выпали страшные испытания. Глядя на семейные фотографии семьи Лакоба, посещает ощущение гармонии и уюта, без намека на близкий конец. Посетители выставки, в числе которых первые лица правительства, внимательно рассматривают фотографии, как бы пытаясь разгадать феномен хрупкой, но сильной абхазской женщины. Она же легендарная женщина. То, что она выдержала, никто, даже мама говорит, никто бы не смог бы это перенести. Ради Родины, ради своего супруга, чтобы сохранить Абхазию и не предать того, чего, за правду. Она же за правду своей жизнью и своим сыном пожертвовала ради правды, ради мужа. Стойкости Сарии можно только искренне удивляться, говорит Тамара Ладария, внучка секретаря обкома партии Владимира Ладария, друга и сподвижника Нестора Лакоба. Тамар вспоминает рассказы о Сарии и ее семье, рассказанных из первых уст. Моя бабушка, она тоже пострадала, когда дедушку в 1937 году расстреляли, ее сослали на Воркуту. 10 лет она сидела там в тюрьме и 5 лет без права выезда. 33 года ей было. Ну, вы знаете, и потом вот, когда она уже вернулась в Сухуми, ну, мы еще были детьми, и вот к ней приходили в гости к бабушке вот люди, с кем она сидела, и это были такие женщины, которые гордые. Я удивлялась, сколько им пришлось перенести, пережить. Они не озлобились, они так... Вот благодаря своей силе духа, благодаря веру в то, что все равно победит справедливость и что их мужья были правы, они выдержали, вы знаете, все те испытания, которые выпали на их долю. Личность Сарии заняла значимое место в истории Абхазии, олицетворяя женскую преданность, терпение и жертвенность. Она поистине остается величайшей женщиной. В процессе расследования ее вызывали на многочисленные допросы, которые продолжались сутками. И, что самое страшное, подвергался жестоким пыткам ее 15-летний сын Рауф. К личному делу Сарии Лакоба прикреплена справка о ее смерти, которая по изложенным в ней данным наступила от туберкулеза легких. Однако, благодаря допросам свидетелей позже было установлено, что в стенах НКВД в Тбилиси Сария Лакоба подвергалась истязаниям и избиениям, но она не произнесла ни единого слова, порочащего честное имя Нестора Лакоба. В архивах историко-мемориального музея Нестора Лакоба бережно хранятся уникальные материалы, которые годами собирались по крупицам. Бывший директор историко-мемориального музея Людмила Малия, которая не стала год назад в возрасте 80 лет, приложила неимоверные усилия к формированию архивного фонда и экспозиции музея. Интеллигентная, степенная и высокоинтеллектуальная Людмила Малия ушла из жизни 16 мая, как Сария Лакоба, и, возможно, в этом есть особое знамение. Сария Ламшири, Сария Алтахамши, Ипши, Майжаф. Майжаф очнецып, Лапстазара далти, Лакоба и музей, и Джасказ, а Кыршукса, Цухтаненца, Хадас и Хабас и Хагалас, Людмила Владимир Ипхамали. Лапстазара Цухтан Биашукс Казаки, Абрия музей Ядвикава. Абрат Сапхет Гулу, Вячеслав Михайлович Пацуба,
Убасҟан амузеи анеиҿыркаауаз Людмила илыхәҭоуп, убри иахәҭаҵәҟьангьы иҳазныҟәылгоит, иҳзеиҿылкаауеит амузеи ҳәа ԥхьаӡаны иаԥшьызгаз директор слыҟаҵара. На вечере памяти Сарии Лакоба, который продолжился в зале драматического театра, говорили о трагических событиях 37-х годов и многочисленных искалеченных репрессивной машиной судьбах. В их числе глава наркома промышленности Анатолий Вардания, чья дочь Ирина Вардания поделилась своими воспоминаниями. Я вспоминаю свою маму, которая приехала из ссылки. И вместе с ней ее подруги Ксения Чалмаз, Вера Лакоба, Вера Анчабадзе, Зина Цикория, ну и все остальные. Они все собирались у нас дома. И говорили, они говорили до ночи. Они говорили громко, они говорили обо всем, что у них на душе. Они говорили, не боясь того, что их кто-то там предаст, не боясь того, что они будут арестованы. А потом они переходили к теме семьи Нестора Лакоба. Вспоминали его и Сарию. И все они начинали плакать. Они так говорили о Сарии, они так высоко о ней говорили, они такими эпитетами ее награждали, что я, студентка, когда была, слушала их и думала, ну неужели же такие женщины вообще существуют? Ирина Вардания также говорила о важности увековечения памяти Сарии Лакоба, о необходимости возведения ей памятника. Работа по данному вопросу ведется в Министерстве культуры совместно со столичной администрацией. Директор Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикерба преподнесла в дар историко-мемориальному музею Нестора Лакоба точный дубликат перочинного ножа Сарии Лакоба. Сария аҵәеи аҳа инылфоз излаҿлырԥсоз аҳәызба хәыҷы аԥҳәыс илкоз аҳәызба убри Виктор Кукба иԥшәма Зинаида Мамацева зқьышә-ибжьы ҩы-ԥшьба шықәса рзы данысҵон. Убасҟан ларҭмаҟа иԥаны иҟаз иааҭылган, усҟан амузеи аҟаҵара ҳәа ус иалагахьан асовет аамҭазыҳәа иаҳзыҟамҵаӡеит иараха убарҭ аматериалқәа идыскылон. Убри исылҭаз лара лтәы ҳара ҳмузеи аҿы ишьҭоуп ахҩала абри иазкуп, нас амузеи аиҳабы Надиа Ашәба илысҭоит, дахәаԥшны иҟаиҵеит иара Алик Ҭаркьыл ҳәа иҟаз, иара ишыҟаҵәҟьаз иҟаиҵеит. Затем был показан фильм, подготовленный Абаза ТВ, в который вошли кадры хроники, различные интервью и отрывки из театральной постановки, повествующие о судьбе Сарии Лакоба. Больше месяца я работал в архиве, но это, конечно, вообще страшное дело. Страшное в том смысле, что читать эти дела. Я знаю, что когда я читал дело Рауфа, я просто сидел и плакал. Это просто невозможно было читать спокойно. Дело Сарии, все эти документы надо было бы иметь целиком, потому что по этим документам можно было даже составить список репрессированных. Как-то магически в одной дате, 16 мая, сошлись и рождение, и смерть. Трагическая судьба Сарии Джихоглы, жены видного абхазского политического деятеля Нестора Лакоба, вероятно, не могла быть иной, как и судьба их народа, которому через тернистый путь, жертвенность и потери уготовано светлое будущее. Асида Малия, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.